За мужество в бою, за боль, за ваши раны, за жизнь прекрасную мою, за земной поклон вам, ветераны. Эти стихи кадет 5-го курса Горского кадетского корпуса Ильяз Миржоев посвящает всем участникам Великой Отечественной войны. В их числе был и прадед Ильяза Эск Миржоев. О том, где и как воевал дедушка, правнук не знает. Но одно известно точно. Его родственник – один из тех, кто ковал победу. Все герои Великой Отечественной войны снова будут в строю 9 мая в Бессмертном полку. В этом году акция пройдет в онлайн-режиме. Но подвиг солдат и офицеров это никак не умаляет. Бессмертный полк – это наглядный пример нам, что инициатива одного человека переросла в такую большую акцию. И я не мог пройти мимо и зарегистрировал своего дедушку Миржоева Эска. Я горд за своего дедушку, что он воевал, отдал жизнь за свою родину, принес пользу своей родине. До дня очередной годовщины Великой Победы все меньше времени. Традиционно потомки солдат 40-х выходили на площади с портретами своих родственников стройными рядами. Последний раз на главную площадь Магаса их вышло более 10 тысяч человек в 2019 году. Но в 2021, как и в 2020, шествие реальное перенесли в виртуальный мир. С каждым годом в России все меньше ветеранов, и поэтому мы должны помнить память тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо у нас над головой. И поэтому я принял участие, подал заявку на бессмертный полк своего дедушки Хамчиева Ибрагима. Виртуальное шествие Бессмертного полка пройдет 9 мая. Каждый субъект получит свой поток трансляций. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день, 9 мая. Трансляция шествия начнется 9 мая в 15:00 по местному времени. Рассчитываем организовать шествие «Бессмертный полк России в очном формате. И датой, которую мы хотели бы назвать, это 24 июня. Ряды Бессмертного полка, как и раньше, может пополнить каждый участник Великой Отечественной войны. А внести их имена в список участников может любой человек. И не обязательно, чтобы он был родственником. Для этого нужно просто зайти на страницу мойполк.рф, пройти там регистрацию и заполнить данные об участнике войны. Туда можно добавить фотографии, биографию, а также награды тех, кто победил фашизм и дал нам шанс на мирную жизнь. Муслим Ганиев, Атам Далаков, Новости 24.